Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши будни. У нас пассажир из Якутска. Летом дождаться пассажира нелегко и упустить возможность нельзя. А значит, нам срочно нужна помощь на перелет тех двоих, которых спасли неделю назад. Девочка бело-черная из ППЖ, которую обижали сородичи, ее забрали. Первый день она даже есть не могла от стресса и страха, который пережила в ППЖ, оказавшись наедине с сородичами и их лязгающими зубами. Только на третий день вздохнула и завиляла хвостиком. Да, бирку сразу надо снять. Не бойся, не бойся. Осваивайся. Травочку кушает. Травочку кушает. Вот так вот кушает травочку. Скажи, мы приехали. Да? Хорошая собачка. Хорошая собачка, да, хорошая. Носик покоцанный, кусали тебя носик. Носик тебя кусали, да. Вот она в пятерке лежит, вообще свободно. Зубки покажи. Зубки покажи. Зубки. Не такие старые. Сейчас тебя осмотрят. А также девчушка, спасенная от стаи кобелей, не верящая своему счастью, находясь в покое и течке, наслаждается тишиной, пусть даже временно на цепи, главное живая, а раны заживут. Нам надо оплатить их перелет, оплатить прививки, справки, паспорта, услуги зоотакси в Якутске и в Москве и передержка за двоих, неделя в Якутске и месяц в Москве. Итого 42 тысячи. Друзья, пожалуйста, помогите. Помогите ему лететь и обрести новую жизнь. Вот такую пятимесячную девочку скинули мне в личку. Типаж таких щенков я спасала не раз, и все они назывались Нюшами. На память приходят трое Нюш, которые все живут в разных странах, обо всех хорошие благодарные отзывы. Вот и об этой девчушке женщина, что подкармливает, рассказала только хорошее и очень сожалела, что судьба ее здесь предрешена. Всех убили, мол, и ее убьют. Не давала она мне покоя. На следующий день я перезвонила снова, узнала подробности жития этой пенсионерки, ее 20 кошек и 6 собак, 2 из которых она подкармливает за разрушенным забором на цепи никому не нужных. Пенсии не хватает. Ради животных подрабатывать устроилась дворником, чтобы всех прокормить. Косточка обломилась, да? Дядя косточку кинул малышке. Малыш.
Лёля, дети Лёля, вон ее зовут, бегают за ней. Вот поселок наш, вот. Тут всего 5 домов. Иногда едят пустую овсянку, и ведь едят же, не избалованы. И так мне захотелось накормить ее опекаемых животных чем-то вкусненьким и мясным. Решение ехать за очередной Нюшей за 250 километров от Москвы принимала я ночью, а утром в 6 часов Роман уже стартовал с мешками корма. Вот что я купил. Вот макароны. Это вот упаковку корма кошачьего. Вот такой. По дороге закупалось все съедобное, что могло помочь пенсионерке прокормить какое-то время своих кошек и 6 собак, своих и на цепях бесхозных, живущих в дырявых будках, которых никто не накормит, если она им не принесет. Теперь у них будет не только овсянка и макароны, но и мяско, консервы, суповые наборы и пару мешков корма. Вот бригада целая вот ждет. Все, кошки знают, что там. Вон, видишь. Знают, что нюхать. Это тебе нравится, да? Иногда цвета. Вот, это суповые наборы. Вот. Куриный лап. Вот. Спасибо огромное, даже не знаю, как благодарить. Вот она помолилась Да, сегодня, и да, все, Господь помог. помолилась и помог мне. На самом деле. Лези пришел. Вечером что-нибудь принесу, к вечеру. Да, к вечеру никто ничего не приносил. Так, вода есть. А эту собачку как зовут? Найда. Найда, иди сюда. Найда. 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 Надо было что-нибудь взять. Найда спряталась. Ну, вот, надо. Найда, ты что прячешься? Снимай, отпилили вот так все. Вот тут они зимой. Зимой все течет. Зимой здесь они, да? Осень вся течет, все. Вот стелили, вот матрас надо выбрасывать, там одни пружины уже все, даже вот это вот мы сделали. Ну что ты? Что ты, собака? Сделали А? цепь, Собака? А где другая собака? Убежала? вот, ну, И еще, если кто готов участвовать в судьбе этой прекрасной девчушки Нюши, готов быть финкуратором до ее пристройства на любую сумму, буду только благодарна. Собачка Если ты знаешь, может Собачка быть, это буду. Ничего выкормила котенка. не одного, двух она выкормила. Двух котят. Да, Вот эта собачка выкормила. выкормила двух не котят. Это хорошо. И котята до сих пор за ней бегают. Довольны. А это вот собачку мы загрузили. Ну а Нюша ехала навстречу новой жизни, пока на передержку. Так хочется подарить ей эту новую жизнь в семье. Вдруг повезет, и такая умница не засидится на передержке. Будем отмывать, фотографировать и искать ей семью. Приглядитесь к ней, пожалуйста. Отдыхающая семья в поселке Богом забытом, где-то у Ессентуков, писала волонтерам в большие города просьбы спасти хотя бы щенков, народившихся месяц-два назад. Скидывала видео, умоляла, даже создали группу по спасению этого семейства, человек из 60. Я всегда радуюсь, что не обошли вниманием. Надеюсь, может, разберут хотя бы по одному щенку. В группах не состою, но, увы. Мне уже скидывают постфактум. Все, поздно, убили. Значит так, пока вы здесь чухались, пока здесь я просила, умоляла каждого, как-то хоть сдвинуться. 60 человек было в группе, сейчас больше, я сегодня добавила. Так вот, дорогие мои участники, волонтеры, которых я здесь разрекламировала как самых надежных, опытных. Знаете, что сегодня в 5 часов утра щенков лопатой убили в Ставропольске крае Ессентуки. Я просила щенков помочь со щенками. Как мы понимаем, даже не усыпили, что называется у нас гуманнее, а вот так, лопатами. Вот что такое нестерилизованная собака. И о вреде стерилизации беременных сук сюда же. Кто противник стерилизации, чтоб понимали,
Почему мы стерилизуем на любых сроках? Вот поэтому, как больно им умирать. Мать щенков, кстати, нашли чудом живой. И чтоб больше эта постоянно рожающая девчушка килограмм 17 всего-то не рожала в этом поселке с председателем-живодером, я решила ее забрать. Ей повезло чудом. Помогите, пожалуйста, на дорогу, на передержку, на стерилизацию. Откликнитесь, пожалуйста, финкураторы. Я ведь тоже не тяну. Некуда и не на что. Но и сидеть в группах, бездействуя, тоже не могу. Замкнутый круг. Друзья, помогите, пожалуйста. Второй мамке, здесь живущей, у которой подросшие там щенки, не повезло. Ее убили. У нее остался в живых всего-то один щенок, который успел убежать, спрятался в лесу. Еле нашли, тощий, весь дрожал, ведь на его глазах происходило это зверство. Вот их двоих, мамку от одного помета и щенка от другого помета, решила вывозить. За мамку транспорт запросил 10 тысяч, за щенка 8 тысяч. Щенка берет на кураторство волонтер Вера, которая не тянет даже имеющихся-то собак, но просто плачет и берет.